Итак, мы сегодня в гостях у Валентины Васильевны, ветерана Великой Отечественной войны, 41 по 45 год. Валентина Васильевна, 98 лет. Здравствуйте, Валентина Васильевна. Здравствуйте. Так. Я очень рада, что вы к нам не пришли. Нам тоже очень приятно, что вы нас пригласили, и мы имеем возможность взять у вас интервью лично у ветерана Великой Отечественной войны. Расскажите, пожалуйста, сколько вам было лет, когда началась война? Когда началась война, мне было 17,5 лет. Это было сентябрь. Я когда принимала присягу, сентябрь 41 года. И по окончанию войны май 45 года. Как вы узнали, что было на тот момент, когда вы узнали, что началась война? Что вы делали? Может, вы... Накануне война началась с субботы на воскресенье. Нам объявили войну. А в субботу я расскажу, как было у нас во дворе. Да. У нас с механического завода специальный дом был, где жили работники этого завода. И у нас всегда веселые, дружные были, и дети, мы и шумели, и в лото играли, и взрослые, и пели песни под баян. Это было в субботу. И вдруг утром сообщают нам важное сообщение. И Левитан объявил, что началась Великая Отечественная война. Конечно, это было для нас неожиданно. Мы же только экзамены сдавали, а 9 классов окончила. Вот. И, конечно, были все ошарашены. Вдруг город опустел, а в воскресенье, обычно в воскресенье все гуляют, в магазины ходят, в кино, в театры. И вдруг начали ездить машины на велосипедах, стали разносить повестки военнообязанным, которые должны были явиться в военкомат. И это я начинаю рассказывать, потому что как у меня семья встретила. А семья у меня была из 5 человек. Папа, мачеха и четверо детей. Папу сразу на 10-й день войны взяли, и мы его не видели. А братишка мой старший, он служил армию. Тогда служили в армии 3 года. И он должен был в 41 году осенью прийти уже домой. А началась война, значит, он первый встретил немцев. Служил он в Молдове, Могилев, город Могилев-Подольск. И он первый встретил эту войну. Так что я его тоже не увидела. А в 42 году он был уже под Ленинградом убит. А было ему всего 18 лет в армию бил. А ему 3 года, 22 год был. И так мы его и не дождались. Ну а я что? Я комсомолка была. Активная, веселая, хорошая девчонка. А у нас в Доме пионеров сразу организовался пункт комсомольцев. И нас стали обучать в этом, как он называется, мировой, медицинский пункт. Первой помощи? Оказание первой помощи? Нет, да, международный, между прочим, Красного Креста и полумесяца. Это он международный. Он со всех стран. И вот у нас преподавали нам по оказанию первой медицинской помощи. Мальчиков обучали военному делу. Вот. Мы, как война началась, с июля месяца. И 1 сентября нас уже увезли на фронт. Прямо так вы взяли и увезли на фронт, да? Да. Уже, получается, вы на фронт поехали как медсестра же, да? Нет, сандружиница. Это, типа санитарки. Как вот раньше царское это время было. А война вас встретила, получается, в Якутске или где-то в другом месте? Нет. Родилась я в город Вышний Волочок, а жили мы, папа у меня ленинградец, а жили мы в
Нас 10 человек отобрали, и мы ехали. Пришел человек и сказал, что завтра утром берите паспорта, оденьтесь потеплее, это уже очень чуть-чуть было. И мы поедем в часть. Это 4-й ударный ГП-167. Это головной полевой приемник. Это при армии быть госпиталю. И вот мы приехали в деревню Горки Московской области. И там нас так нарядили вот. Накормили хорошо. И шутки всякие были. Ну, мы еще не испытали ничего. А вот когда стали отбирать паспорта, а мы, там же крестьянская семья, поселок, и нас стали обстреливать. И, ну, так бомбили, это еще ничего, мы прятались, а это обстреливать, оружие стали, это село. И я под лавку раз пряталась, и говорю, дайте мой паспорт, я поеду домой, я не буду. А уже машина-то ушла, а этот офицер, тогда не офицер назывались, а командир, говорит, ну это, говорит, просто, говорит, детский сад. Я самая молоденькая была, 10 человек. Вот. Конечно, мне ничего не дали, но как успокоили? В столовую повели, мы же голодные ехали, пока до части военной. Поели. Так, вы знаете, на всю жизнь запомнился у меня это суп макаронный и много мяса. А война началась уже сколько там, месяц-полтора, сразу все в магазинах, сразу карточки выдали, там голод начался уже. И я говорю, девочки, жить можно, кормят хорошо. И вот меня первый раз привели, а уже были раненые в этом селе. Они были размещены, там же мы приехали, там тоже медики, мы же к врачам приехали, к медсестрам, фельдшерам. И меня сразу подвели к больному, или танкист или летчик, я уже не помню, забинтованный, и вот такая голова, как этот скафандр лежал он весь. И меня подвели, я испугалась. Вот. И, ну, говорит, ничего, говорит, привыкнешь, но только, говорит, Валя, не давай пить ему. Это я впечатление первое. Это же я же ребенок еще. И вы знаете, я пить не надо, потому что он только после операции ему сделали. Я села на табуретке, и вы знаете, я заснула. Уже нас привезли вечером, и я заснула, и меня утром разбудили. А я говорю, а как же раненый? Ну, раненый, как только раненый лежит, и ты проснулась. Вот такой вот, понимаете, мне очень как-то и стыдно, и обидно, что началось с детства. Что это какие-то детские выходки мои, и мне стало неудобно. Я тебя взяла в руки и стала постепенно привыкать. У нас были очень хорошие Вайн, теперь Фоломьев, Канделис. Канделис даже был профессором. У нас головной полевой эвакоприемник. И вот я так привыкла, стала вот такая. И мы первый раз поехали, отбили, когда немцы же Москву не взяли, а мы отогнали его. Большое побоище было, вы знаете, уже вам говорили, рассказывали и фильмы, и тяжело вспоминать. Конечно. Тяжело очень вспоминать. Я бежала в штаб, и мы всегда стояли в лесочках, в палатках и землянки. И я в штаб наш бежала. И тогда очень было во время периода Отечественной войны у немцев почему-то много эскадрильи было. И беспрестанно каждый день бомбили. И окопы, и людей, и все равно нас на фронте бомбили, и города, и села бомбили. И вот я побежала, и стали бомбить. А я прилегла, с дороги сбежала, мне пробежать-то немножко. С дороги сбежала и к стеночке прижалась, там какой-то сарай или что-то. И не в сарай попала, а туда, за сараем. И он начал разваливаться. И меня придавило. И у меня вот эта нога придавленная была. Вот. И меня что-то двинуто, меня завалило.
И вот, но меня не взяли, я лечилась, видите, у меня нога здесь гипс. Лечили меня. Потому что у меня дома никого не было. На фронт ушли папа, теперь братишка, я же вам уже сказала, что он должен был приехать домой, а больной начался летом. Теперь сестренка ушла в партизанки, опять младшая, 15 лет ей было. О, Мало ничего себе. время, да. 15 лет ей было. Мы располагались всегда наша часть. Они, значит, так, окопы, бойцы. Там у них санинструктор. Санинструктор первая помощь оказывается, и там сразу медсанбат. Он же рядом с бойцами почти в окопах. А уже с медсанбата к нам отправляли уже раненых, и тяжело раненых, и легко раненых. А мы уже капитально бинты сменяли, гипсовали, операции у нас делали врачи. И мы отправлялись дальше в тыл. Но когда мы всегда стояли у железных дорог, там приезжали эти теплушки, это товарняк, и там нары были. Наверху всегда ложили или раненых, а внизу на носилках. Если у железной дороги. А если нет железной дороги, стояли в селе или в городе, оставляли на подводах. На подводах или машины. А в то время нам добрые наши американцы давали, выделили нам студебекеры. Это огромные машины, мощные. Они с большими бортами и с тентом. Мы вот в этих машинах перевозили раненых уже в тыл. Вы там познакомились, когда он раненый был, да? Конечно. А расскажите немножко про эту встречу. Как обычно, мы едем вместе с фронтом. Продвигается фронт, и мы вместе с частью едем. И вот бежим с Долькой, Долька это моя подружка. Бежим, а где же объявили? Кареты, мы бежим скорее, а то раненых привезут некогда. И вдруг действительно раненые стали поступать и несут на носилках человечка. Так, длинный такой, и ноги торчат за этим, за носилками, и голова. А мы хохотушево были, моя из Невеля, Джоля из Невеля, город Невель. Вот. А он говорит, девчонки, вот так облокотился на эту, и говорит, девчонки, не перебегайте мне дорогу, иначе, говорит, одна из вас моя будет. И вы знаете, судьба-то сбылась, и вот я стала его. А он в землянке офицерах лежал у Доли. Говорит, не буду здесь. Она говорит, вот позови, говорит, он говорит, Доля, позови, говорит, ту девочку, которая, говорит, с тобой была. Вот. Я говорю, еще чего не хватало. Мне даже дико стало. Я даже боялась с парнями-то здороваться за руку. А здесь, я говорю, да что, это не мой больной. Вот. Ну, и вы знаете, а он завтра пожаловался врачу. И вот политрук меня вызвал в штаб и говорит, ну, штаб-то вместе с нами же он, штаб в нашей части. А Валя говорит, так нельзя с больными себя вести, надо быть ласковей, что они просят, что надо исполнять. Я говорю, а он это не медицинское, что я должна ему. Он не в моей землянке лежал, это не мой больной. Но он мне говорит, если будешь грубить, говорит, на вахту. Вот, ну и, конечно, я послушалась. И потом, знаете, и все-таки они же лежат у нас 2-3 дня и все. И вот, ну, может, он побольше лежал. У него тяжелое ранение было, тазобедренный сустав. У него чуть ногу ему не отняли. А вот Канделис ему спас ногу. Это профессор наш, Канделис. Вот. И, вы знаете, через несколько дней его отправляем. Ну, приходит, они поехали, значит, сначала посадили их на машины, а и нас уже, станция была в этом городу. И на станцию поехали, тоже подошел эшелон, чтобы нам грузить. Вы видели, как это кино-то показывают? Ага, да. Вот и у нас точно так же и было. Это с нас слезали оттуда. И вот, и мы, а он же, у него гипс
ему наложил канделис. У него только свободные руки и голова, и нога одна. Там же он пострадал. а так как в панцире. И его завернули в этот в пакет. Короче говоря, одеяло стеганое. И вот так завязали его. И только осталась голова. Вот. И вы знаете что? Вот это у меня вот один поцелуй, а у меня никогда никто не целовал, кроме мамы да папы. Так вы поцеловали его или нет? А? Поцеловали? Конечно. Он вот так головой крутит. А я говорю, неудобно. А он говорит, да, ты поправь. Так, это такой, вот подлец, вот он. Это из Казани. Вот он. Это Молодой. Да, он в халате. Это мы его отправили, а он в Казани лежал. В Казани, и потом его привезли уже с Зарайкали. Поправь. Я, конечно, стараюсь, потому что меня политрук сказал, на вахту посадить. Или картошку чистить на кухню. А это, ой, какой позор. И только нагнулась. А он меня чмокнул сюда. Ой, так я носом. И вот и первый раз я, чтоб с мальчиком прикоснулась носом. Я же с мальчиками-то не гуляла. Девчонка совсем чуть и не в куклы играла. И вот так он у меня и появился человечек. И он стал писать. Вот, а он говорит, Валя, я буду тебе писать. И вот он прислал первое письмо из Казани. Еще лежал там в Казани, потому что он не тяжело больной был. Его не могли отправить в Иркутскую область, где он родился. И он прислал вот такую фотокарточку. Там видно, он уже в госпитале лежал, в халате. И будем переписываться? Будем. Вот так мы с мужем познакомились. И вот, вы знаете, поженились мы только в 47 году. Валентина Васильевна, после войны тяжело было возвращаться в обычную жизнь? В психологическом плане? Мне было тяжело, что я приехала в пустую квартиру, и я не знала, как суп даже сварить. Ну, девчонка я. Я вот сейчас даже грозу боюсь. Мне кажется, что это как будто вот даже сколько лет прошло, 80 лет, а мне что кажется, если гроза, значит обязательно бомбардировщик и бомба упадет. Я боюсь узкого в туалете, узенько. Я что, открываю обязательно дверь, боюсь узкого помещения. А почему? А это от контузии так бывает. Это остатки душевного такого покоя человеческого. Вот в одной деревне, не помню, были немцы, их посадили, а у наших крестьян всегда есть бани, и там окошечки такие низенькие, избушечки, баня. И вот в этой бане сидели пленные несколько человек, и оказывали медицинскую помощь, и допрашивали их особняки. А нас туда не подпускали, так мы с Лёлькой подбирались к этому окошечку и вот так прислушивались. И Винрушишин, так что я немецкий разговор не знаю. И подслушивали немножечко. Вот. Нас жена сказала, не надо так, так нельзя. Вот. Теперь я вам покажу вот это. Вы думаете, что это у нас платье? Это Марля. А, да? Да. Только что бойцы вышли из боя, нас привели на Садубеке к окопчика. Ну, не к окопам, а где медсанбат. Вон медсанбат несколько, полтора километра стоит от окоп. И вот привезли, и мы шили Марли платье. А где я вот надеюсь? Да. Где я? А где вы? Ну, самая красивая. Вот. Титко сводя яко. Пела Сулико. Грузинскую песню. Это шапочку шили, да? Нет, это Марля. А у нее же там такие чехлы бывают. И вот мне вот здесь. Я коса была.
Вот это мы так. И видите, где туфельки, это нам не эти граждане, жители, да, дали. А здесь мы на этой. Здесь вот какой-то один стоял заборчик, а здесь мы вот были. А, это ваша сцена, да? Да, сцена. Две доски. Две доски. А раненые сидели, вышли из боя они и сидели, кушали и смотрели наш концерт. Мы даже танцевали. Где-то у меня, еще было где-то. Но мы танцевали под звуки Дунаевского. Танец у нас был. И вот нас фотографировали вот так. И мальчики, и мужчины слушали нас, бойцов. А что думаете, что не хватает современному поколению, вот нынешней молодежи? Что она потеряла от вашего поколения? Вот сейчас она живет, они не переживают войну, слава богу, да? У них все есть, а вот каких ценностей они потеряли? Вот это, которое слово вы сказали, все есть. Вот это испортили нашу молодежь. Они привыкли брать не своими руками все, а чтобы им помогали. А надо самому добиваться. Вот как. А что думаете про идею создания бессмертного полка? Вот 9 мая все выходят с плакатами, да, и идут по... А это безымянный полк? Ага, безымянный. Покажи-ка безымянный полк. Ага. Вот как вам эта идея? Вы знаете, что это мы молодежи напоминаем это. Это не... И они начинают нам верить. А я верю в молодежь. Я верю. И только хочу, чтобы они были молодые, справедливые, правдивые, имели свою цель, и чтобы ее закончить, чтобы с этой целью и жить. Вот. И немножечко подобрее. Вот и все. И вот это деньги, что ли, портит, я не знаю. Что вы можете сказать, какие сейчас условия жизни для ветеранов Великой Отечественной войны? Вас и так мало. Вы знаете, я говорю огромное спасибо. И когда я поздравляла 9 мая, также приходила, открытый эфир был, и я поздравляла тебя с праздником, я всем желала добра и помнить, что мы, как дети у государства, нас очень о нас заботятся. Мы очень довольны. Валентина Васильевна, а вы них просто бытует мнение, да, что ветеранов в основном вспоминают только ближе к 9 мая. Почему? Где у меня альбом, еще я докажу. У меня даже, какой 9 мая? Если ко мне приходит день города, тебе день рождения, очень много праздников у нас, ко мне все приходят организации, приходят, у меня шефа взяли, вот он, командир вот этой части был, вот он, вот. И шефа взяли, а я над ними шефа взяла, я спонсором являюсь детям офицеров. Я деньги каждый Новый год даю, деньги, подарки детям офицерским, им тоже трудности. Да, покажите мою форму. Вера, покажи, Ганика, форму покажи. Мало времени. А это, вот видите, это же все другие люди приходят. Это все ко мне приходят. Это у вас целый альбом тех, кто к вам приходит, посетители. Да. О, детишки к вам приходят. Да, я и говорю, да такие танцы на этом ковре устраивают вместе с ними. И вместе с ними пойдем. Вот сколько. И даже вот наряжаются, смотрите, мою форму. Вот, посмотрите, вот моя форма. Ага. Давайте форму оденем. Уж извините, что я прошу вот это мероприятие провести. Первый раз Валентина Васильевна девушка. Форму, когда одевали наши ветераны, некоторые мужчины плакали. Это форма образца 41-го года. Это вот я, это Володенька, это медсестер. А у меня песенка сочинили. Миленькая, маленькая, чуть повыше баренька, но зато даленькая, маленькая Валенька.
Это он? В штат пришла она добровольно, усмехнулись все невольно. В медсанбате говорят, это просто детский сад. Ей всем смешно, а ей обидно. До чего была мала, не вязать